Во Дворце спорта настоящий праздник силы, воли и традиций. Здесь проходит открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования посвящены нашему прославленному земляку, олимпийскому чемпиону Назиру Манкиеву. На ковер вышли около 100 перспективных спортсменов со всего Северного Кавказа. Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край. Их ждут схватки в 10 весовых категориях. К собравшимся обратился первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев. Он зачитал приветственный адрес от главы региона. Греко-римская борьба всегда была популярной в нашей республике. Вчера у нас был турнир в честь нашего серебряного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Калуя Картоева. И вот наши олимпийцы – это те спортсмены, которые вдохновляют нашу молодежь, способствуют тому, что ребята идут в залы, добиваются результата, занимаются здоровым образом жизни. У министра спорта Республики Ингушетия возникла хорошая идея в честь наших всех олимпийцев проводить турниры ежегодные. Уверен, что эта тенденция будет подхвачена и другими призерами чемпионатов мира. И мы будем проводить эти турниры все больше, потому что тем самым наша молодежь будет закаляться. Да Аллах Тубаховший, пусть во всех схватках победит сильнейший, пусть обойдется без травм, да борца Богу, Аллах Тубаховший. Поддержать юных борцов и отдать дань уважения легенде приехали почетные гости, чьи имена знает весь мир спорта. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев, заслуженный тренер России, первый наставник Назира Манкиева Руслан Чехкиев и, конечно, сам виновник торжества Назир Манкиев. Турнир такого плана – это большой праздник для детей, для всех нас. Мы сами когда-то начинали от таких вот республиканских, всероссийских турниров. Это у нас традиционно третий турнир уже. Надеюсь, в дальнейшем география будет расширяться. И не только по России, можно и иностранцы будут к нам приезжать. И вот турнир в разгаре. На двух коврах одновременно кипят страсти. Всю свою силу, технику и характер демонстрируют юные атлеты. Один из первых поединков в красном углу Юсуп Эсмурзиев. В синем его техничный и шустрый соперник. Схватка началась ожесточенно. Спортсмен в синем атакует, но из-за ошибок отдает баллы Юсупу. К середине встречи счет уже 5-0 в пользу Эсмурзиева. Но вот мощная атака. Бросок спортсмена в синем и на табло +4. Счет сравнивается. Однако, допустив ошибку в приеме, он позволяет Юсупу провести ответный бросок. И вот итог. Напряженнейшая схватка завершается со счетом 9-8 в пользу Юсупа Эсмурзиева. У турнира Напряженная обстановка чувствуется не только на ковре, на тренерских мостиках. Сегодня не меньше эмоций и борьбы. Наставники выкладываются наравне со своими подопечными. Каждая секунда схватки под их чутким контролем. Параллельно на втором ковре встречи представителей Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. На этом турнире свои команды выставили практически все регионы Кавказа. Для юных борцов это отличная возможность перед новым сезоном проверить свои силы и показать навыки в условиях сильнейшей конкуренции. Ведь в Ингушетии с ее богатыми борцовскими традициями соревнования всегда проходят на высочайшем уровне. Мы приехали сюда вдвоем с другом. Осталось выиграть 2 схватки. Ингушетия нравится, республика. Конкуренция тоже имеется хорошая. Цель этого турнира не только выявить сильнейших, это в первую очередь дань уважения легенде и школа мужества для нового поколения. Уже 3-й год подряд он проходит в честь Назира Манкиева, тем самым сохраняя преемственность поколений и укрепляя братские спортивные связи между регионами. Организатором соревнований выступило Министерство спорта Республики Ингушетия. В конце года всегда делаем эти турниры, чтобы показать свой результат, к чему они готовились, до какой степени пик поднялся. И начало года уже начнутся старты. Это СКФО, Россия, Европа, мир. Я думаю, ребята хорошо покажут себя. Турнир завершен, все победители и призеры получили заслуженные награды, кубки, медали, грамоты и традиционные борцовские пояса. Но главный приз для каждого участника – бесценный опыт, новые знания и уверенность в том, что путь, которым когда-то прошел олимпийский чемпион Назир Манкиев, открыт и для них. В Ингушетии растет новая смена борцовской элиты России. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Хасан Ивлоев, Магаз, 24.